26 августа – это одна из самых важных дат в истории современной Абхазии. В новом выпуске программы «Амчра» мы поговорим о работе Министерства иностранных дел нашей страны. Здравствуйте, Эдуард Вадимович. Спасибо большое, что нашли время для абхазского телевидения. Наверное, первое, с чего я хочу начать, это поздравить вас с такой датой, 12-летней. Что вы можете сказать нам по этому поводу по прошествии вот такого количества времени? Добрый день, Рената. Да, я думаю, что все-таки поздравления можно адресовать нам всем. И вспоминая тот день, 26 августа 2008 года, я уверен, что этот день, конечно, запомнился каждому человеку, который проживал в Абхазии, имеет отношение к Абхазии. И та буря эмоций, которая, наверное, овладевала каждым, она, естественно, передавалась нам всем. День действительно знаменательный. День знаменательный в современной истории нашего государства. И, наверное, его по праву можно считать некой отправной точкой в нашей современной истории. Что было сделано за 12 лет? 12 лет прошли очень быстро, как один день. Мы все помним эту дату, 26 августа. Сделано немало. Если быть более детальными, на сегодняшний день у нас с Российской Федерацией подписано большое количество соглашений, порядка более 130 соглашений. Это и межгосударственные соглашения, межправительственные, межведомственные соглашения, практически во всех отраслях взаимодействия с Российской Федерацией. Вот. Есть, конечно, очень много задач, которые стоят перед нами, то, что нужно еще делать. Самое главное, то, что хотелось отметить, это очень хорошее взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации у органов власти Абхазии. И это взаимодействие, оно продолжается по сей день, и оно носит такой крайне поступательный характер. Наверное, все-таки хочется поговорить о том, что после вот такого волевого решения руководства Российской Федерации за этим последовало признание других стран независимости Абхазии. Сейчас какая работа ведется именно по взаимодействию с этими странами? Знаете, да, вы абсолютно правы. После 2008 года, вы помните, последовали признания со стороны Никарагуа, со стороны Венесуэлы, ряда островных государств. 2 года назад было признание со стороны Сирийской Арабской Республики. Вот. Сегодня мы продолжаем эту работу, направленную на то, чтобы расширить круг стран, которые признают независимость нашего государства. Если говорить о практической работе с теми странами, с которыми у нас выстроены дипломатические отношения, она также ведется. У нас на сегодняшний день есть посольство нашего государства в Венесуэле. Вот. Мы сейчас на стадии завершения открытия посольства в Сирийской Арабской Республике. Вы знаете, буквально недавно назначенный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике вручал верительные грамоты президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду. И вот мы планируем в ближайшее время уже открыть официально наше посольство. Вот. Конечно же, работа ведется, подписаны межгосударственные договора с этими странами, есть межведомственные, опять-таки, соглашения. Вот. Пытаемся прорабатывать соглашения, которые будут носить экономический характер, но в силу объективных причин иногда экономическое взаимодействие оно осложняется по причине, опять-таки, логистических определенных вопросов. Но взаимодействие идет, взаимодействие есть, оно постоянное, оно не носит некий такой перманентный характер. То есть мы на постоянном контакте с этими государствами. Если говорить о странах, которые пока еще нас не признали, есть ли наши представители в каких-то других европейских городах и какую они работу проводят? Знаете, представители есть, которые представляют сегодня наше государство.
конечно, мы должны понимать, что их нахождение на территории европейских и других государств, тех стран, которые не признали пока еще независимость нашего государства, оно носит некий полуофициальный характер. Что имеется в виду? Для нас они являются нашими представителями, а в стране пребывания они могут выступать в качестве представителей различных организаций, которые зарегистрированы на территории этого государства. Но основная цель, которую они преследуют, это популяризация нашей страны. То есть это доведение абсолютно адекватной информации об Абхазии, средства массовой информации страны пребывания. Естественно, по возможности организации встречи с представителями руководства этих стран, ведется вот эта работа. У нас на сегодняшний день, вы знаете, есть представитель в Германии, наша соотечественница Хибла Амичба, которая достаточно давно ведет эту работу. Есть представители также в ряде других европейских стран. Перед нашим интервью я изучила ваш сайт. Достаточно удобный, есть вся информация. Я изучила также отчет за прошедший год. Достаточно объемный материал, и если говорить о достижениях прошлого года, что вы можете отметить? Хочу сказать, что не вся та работа, которая нами ведется, вошла в этот отчет по понятным причинам. И мы каждый год готовим информацию о том, что было сделано. Но самое главное понимать, что ту работу, которую мы ведем, это не однодневная работа, это продолжение той работы, которая велась достаточно давно. И очень много вещей, о которых, наверное, хотелось бы рассказать, хотелось бы анонсировать, но сегодня мы этого делать не можем и делать этого не будем. Поэтому я вам хочу сказать, что вся та работа, которая ведется, вы видели коллектив. Кстати говоря, традиционно в Министерстве иностранных дел всегда был молодой коллектив, но это некое сочетание молодости, профессионализма и та работа, которую мы видим на сайте Министерства иностранных дел в этих отчетах, это результат сплоченной работы не одного человека, а всего коллектива МИДа. МИДу 27 лет, буквально в этом году исполнилось. Создавалось министерство достаточно тяжелое время. Было энное количество руководителей. Сейчас как-нибудь вы взаимодействуете с экс-руководителями, и их практика вам как-то помогла? Безусловно. Безусловно, у нас есть контакт с руководителями, которые в разное время возглавляли Министерство иностранных дел. И, конечно же, тот колоссальный опыт, который есть у них, естественно, он передается. И когда возникают определенного рода вопросы по разным направлениям, я считаю это правильным, когда есть возможность позвонить, встретиться, проконсультироваться, получить совет. Потому как та работа, которую мы ведем, мы должны понимать, что это работа, которая направлена на благо нашего государства. И никоим образом нельзя просто для себя пренебрегать возможностью спросить совета и воспользоваться этим советом и принять правильное решение. Для журналистов очень важно, когда люди открыты. С вами достаточно комфортно работать, и, наверное, у меня возникает такой вопрос. Сегодня в блогосфере, в парламенте обсуждают, что нынешний руководитель, то бишь Аслан Георгиевич, он руководствуется такими тезисами, как «свой, чужой, голосовал, не голосовал». Но хочу отметить, что именно по рекомендации экс-президента Раулем Джунковичем вы были в 2016 году рекомендованы на эту должность. И получается, в этом году именно Аслан Георгиевич вас рекомендовал на эту же должность. Вы можете сказать, что сегодня руководство, оно как-то все-таки какими-то политическими интересами руководствуется и использует вышеназванные тезисы? Знаете, я категорически не согласен с подобного рода утверждениями. Почему? Потому что я повторю сказанное ранее. У нас одна страна, у нас у всех одно будущее. И
руководитель государства никоим образом не позволяет себе вот эту роскошь делить людей на своих и чужих. Более того, скажу, что сегодня, если посмотреть на команду, которая сегодня работает, да, здесь есть люди, которые имеют определенный политический опыт работы. И я бы не хотел, может быть, акцентировать внимание именно на своей персоне. Вот. Но тот факт, что мне было предложено продолжить работу вот, в статусе министра, вот, я принял это с благодарностью. И если я смогу сделать полезное для своего государства, для своей страны, я буду делать все. И, конечно же, моя работа, которую мы сегодня всем коллективом делаем, она направлена на то, чтобы ни в коем случае, в первую очередь, не подвести свое государство, свой народ и своего руководителя. Наверное, все-таки нужно поговорить о женевских дискуссиях. Это тема, которая разделила мнение такое на за и против. Некоторые говорят о том, что это все-таки бесполезная трата времени, финансовых расходов, а другие больше склоняются к тому, что это необходимая такая мера, где мы можем отстаивать свое мнение. И вот крайний все-таки визит, это 50-я встреча, достаточно, скажем, всех нас расстроила слегка. Что вы можете нам сказать по этому поводу, поделиться таким впечатлением? Ожидания от 50-го раунда были так, как мы все представляли, что это некий юбилейный раунд. На самом деле Женевские дискуссии – это достаточно важная площадка. Вы знаете, эта площадка была сформирована по итогам подписания соглашения Медведева-Саркози. Вот. И по итогам было принято решение о том, чтобы провести процесс вот, на полях Дворца наций в Женеве. Вот. Соответственно, на сегодняшний день в женевских дискуссиях представлены такие стороны, как Российская Федерация, вот, наряду с ними представлена американская делегация, ну и, соответственно, грузинская делегация, наша делегация и юго-осетинская. Сопредседателями этих дискуссий являются представители таких организаций, как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и ОБСЕ. Конечно же, в обществе есть запрос на результат, и это очевидно, и это правильно. И вы знаете, что основным лейтмотивом этих женевских дискуссий является возможность подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы со стороны Грузии в отношении Абхазии и, соответственно, Южной Осетии. Вот. Говорить о бесполезности я бы не стал, потому как любые переговоры, они в любом случае лучше маленькой любой войны. Поэтому свои результаты они, конечно, тоже дают. И если исходить из понимания того, что мы представлены на одной площадке с теми акторами, о которых я говорил выше, вот, это достаточно важная модель для наших сегодняшних переговоров, так как другой площадки у нас, к сожалению, нет. И вы знаете, что руководство Грузии делает все возможное для того, чтобы изолировать и не дать нам возможность выступить на любой международной площадке, хотя мы постоянно ставим этот вопрос. Но я уверен, это все вопрос времени. Вопрос времени, потому что все те доводы, которые мы приводим и приводили раньше, вот, и продолжаем это делать, конечно же, они приносят определенные свои плоды. Вот, поэтому говорить о бесполезности я бы не стал. Вот, поэтому площадка достаточно важная. Нам нужно ее сохранить и нам нужно ее продолжить. Наши заингушские соседи именно на этой площадке пытаются представить, что это конфликт между Грузией и именно Россией, что вот как-то Абхазия – это некая зона буферная, не имеющая вообще никакого к ней отношения. Как выходить из этой ситуации, есть ли какие-то вообще решения для того, чтобы всему миру показать, что это именно свобода Абхазии стоит там на первом месте? Руководство Грузии, к большому сожалению, этот тезис декларирует не только на Женевской площадке.
Этот тезис декларируется на всех площадках, где сегодня присутствует Грузия. И вы знаете, что это стало последствием событий 2008 года. Да, это и война в Южной Осетии, это и последующее признание независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. И с того времени вот внешнеполитическая концепция Грузии как раз-таки стала отражать вот этот тезис о том, что война была между Грузией и Россией. И более того, иногда делаются попытки со стороны грузинского руководства привнести в этот тезис также и вариант того, что 92-3 года война была также между Грузией и Россией. Конечно же, все прекрасно понимают очевидную, не побоюсь этого слова, глупость этого тезиса, потому что те, кто занимаются этим вопросом, прекрасно знают, какие были события и между какими странами происходила война. Вот. И мы неоднократно говорили представителям грузинской делегации, которые принимают участие и в женевских дискуссиях, и в ходе других переговоров, которые бывали, о том, что необходимо принять ту действительность, которую есть. И что вот этот надуманный тезис о том, что война происходила между Грузией и Россией, он никоим образом не даст возможности прийти к логическому завершению этого конфликта. То есть нужно понимать, что было, и искать пути выхода из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день. Конечно же, для нас очевидно, что первое, самое необходимое, что нужно делать, это грузинская сторона должна взять на себя обязательство о неприменении силы. Да, подписать это соглашение, о котором я говорил выше. Вот. Это самое первое, с чего нужно начинать. И, естественно, мы понимаем, почему грузинское руководство этого не делает. Вот. Об этом говорилось и ранее. То есть понимание того, что если сегодня грузинская сторона, как они считают, если подпишут это соглашение с нами, то тем самым будет подчеркнута субъектность сторон. Да? Вот. Но это необходимость, это очевидность. Это то, с чем мы живем все. И не видеть фактов нельзя. То есть тем самым просто оттягивается решение вопроса. Есть определенные силы и люди в Грузии, которые это все понимают. Вот. И мы надеемся, что все-таки здравый смысл восторжествует и будет принято это единственное верное решение. Вот в продолжении как раз этой темы в Грузии сейчас есть оппозиция, которая все-таки больше склоняется к тому, чтобы, ну, может, это просто сейчас так озвучивается, к тому, что они за свободу и независимость Абхазии. Что это? Это фальшь, очередная игра или все-таки что это сейчас происходит? Я бы очень хотел знать, кто эти люди. В социальных сетях появляются различные публикации, где они завуалированно озвучивают, дабы пойти на контакт с руководством, с какими-то определенными людьми. Вы знаете как, если есть понимание того, что все-таки Абхазия это независимое государство, в рядах, пускай грузинская оппозиция, неважно, это часть грузинского общества, то не надо ничего вуалировать, надо говорить об этом открыто. Да? Но если делаются определенные попытки на абхазской тематике заработать себе очки для внутриполитической борьбы в самой Грузии, ну, этого делать не надо. Все очевидно. У нас общество все-таки немножечко такое мнительное. У нас много различных неправительственных организаций. Они у нас активно работают, проявляют себя. Есть и плоды, конечно. Стоит ли опасаться? Все-таки вы непосредственно со всеми организациями контактируете, работаете. Какие у них есть плоды, минусы, плюсы? Возможно, в чем-то вы можете успокоить население. Знаете, как я бы хотел здесь провести некое деление. Да? Когда мы говорим о неправительственных организациях, есть неправительственные организации, которые зарегистрированы на территории Республики Абхазия, наши абхазские организации. А есть представительства неправительственных организаций, чьи филиалы здесь аккредитованы и работают в Абхазии. Вот. И я понимаю, о чем вы говорите. Я начну, наверное, пока с первой части, именно представителей наших НПО. Да? Хочу сказать, что я знаю практически всех
представителей, людей, которые работают в абхазских НПО, и знаю их как людей достаточно патриотичных, которые в самое тяжелое время для Абхазии, и это было еще и до признания нашей независимости, делали все возможное и продолжают это делать для того, чтобы рассказать всему миру о том, что происходило в Абхазии, что из себя представляет Абхазия, абхазский народ и к чему мы стремимся. Вот. Поэтому за это им надо сказать просто большое спасибо. Вот. Что касается международных организаций, которые сегодня здесь работают, здесь есть организации, как я говорил ранее, представительства неправительственных организаций, они все зарегистрированы при Министерстве юстиции Республики Абхазия. И есть организации, которые являются частью ООНовских программ. Вот те организации, которые находятся под зонтиком ООНовских программ, да, они здесь не зарегистрированы. И не зарегистрированы по объективной причине, потому как, к большому сожалению, на сегодняшний день, вы знаете, Организация Объединенных Наций не признала пока еще независимость нашего государства. Вот. Что касается тех программ, которые осуществляются здесь, хочу сказать, что все те программы, которые осуществляются здесь, на территории Абхазии, да, они согласуются с органами власти Республики Абхазия, в первую очередь с Министерством иностранных дел. Если эти программы какие-то профильные, да, там есть сельхозпрограммы, какие-то медицинские программы, соответственно, как бы это все согласуется с профильными ведомствами. Поэтому говорить о том, что есть некие опасения в их работе, ну, опасения есть всегда, но на то и есть органы власти, чтобы контролировать работу любых организаций. Пандемия. Наверное, мы все-таки не можем не затронуть. После того, как руководство наше приняло закрыть границу, у нас возник вопрос, как же вернутся наши граждане на нашу родину. Но оказалось, все-таки есть такое решение, есть такой документ, позволяющий вернуться нашим гражданам на родину, возвращение на родину. Какое количество людей примерно можно озвучить, вернулись на родину, и насколько все-таки вы смогли справиться с такой поставленной задачей? Да, действительно, наверное, вот тот период был достаточно сложным не только для Министерства иностранных дел, а в первую очередь для руководства страны, которое предпринимало все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на нашей территории. И могу сказать, что шаги, которые предпринимались и предпринимаются по сей день, они носят достаточно успешный характер, и мы можем это видеть. Да, что касается возвращения на родину, того документа, о котором вы упомянули. У нас в соглашении между Российской Федерацией и Республикой Абхазия прописаны документы, по которым можно пересекать государственную границу по реке Псоу. И среди них также числится вот документ, который называется «Свидетельство на возвращение». Из-за чего возникла необходимость того, чтобы выдавать этот документ. Вы знаете, что в связи с тем, что были приняты решения Российской Федерации о закрытии государственных границ не только с Республикой Абхазия, а по всему периметру Российской Федерации, что было отражено в соответствующих распоряжениях правительства Российской Федерации, у нас возникла ситуация, когда многие наши граждане, которые выезжали на территорию Российской Федерации, остались, скажем так, в ситуации, когда они не смогли вернуться домой. Соответственно, распоряжение правительства Российской Федерации было четко прописан факт того, что граждане Российской Федерации не могут покинуть территорию Российской Федерации. Принимая во внимание, что многие наши граждане выезжали на территорию России по российским паспортам, при этом не пользуясь абхазским паспортом и не оформляя миграционную карту, возникла необходимость вернуть их домой. То есть мы понимаем, что по абхазскому паспорту вернуться они не могли, так как они не пересекали границу по абхазскому. Вот, поэтому мы пришли к тому, что было принято решение совместно с российской стороной, что будем использовать документ, о котором мы говорим, свидетельство на возвращение.
Вот. Если говорить о количестве выданных документов, ну, наверное, их количество превышает более 3000 штук. Действительно, это был такой авральный момент, когда один период мы не выдавали эти документы, вот, потом выдавали их по определенным категориям. Вы помните, что это вопрос был связан и со студентами, которые возвращались. Далее в наших же распоряжениях президента Республики Абхазия, которые были подписаны, были определены категории лиц, к которым можно возвращаться. То есть все это делалось для того, чтобы не допустить, да, массового распространения вот этой коронавирусной инфекции. И действительно, оно дало свои результаты, слава богу. Буквально несколько дней назад у вас прошла встреча. Что вы можете сказать по поводу встречи и вообще какая работа сейчас проводится? Да, у нас была встреча с Гарри Сергеевичем Купалбо, который является официальным представителем Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия. Вот. Как вы знаете, в сентябре месяце будут юбилейные мероприятия, связанные с Днем независимости Приднестровской Молдавской Республики. И Гарри Сергеевич передал приглашение руководству страны посетить юбилейные мероприятия в городе Тирасполь. Вот. Но, к большому сожалению, мы понимаем объективную ситуацию, что сегодня посетить Тирасполь, к сожалению, представляется практически невозможным, потому как путь в Тирасполь пролегает либо через территорию Украины, либо через территорию Молдовы. И, соответственно, власти этих сторон делают все возможное для того, чтобы не допустить транзита через своих территорий официальных лиц и делегаций, которые следуют на празднование. Вот. Но если мы говорим о работе нашего посольства, у нас сегодня наш представитель достаточно активно работает в Тирасполе в должности представителя Абхазии Александр Ватаман. Идет планомерная работа. Еще раз повторюсь, к большому сожалению, с учетом вот тех ограничений, о которых я говорю, может быть, количество делегаций, которые отправлялись в Тирасполь, они достаточно многократно сократились, но работа продолжает вестись. У нас очень хорошие контакты непосредственно с нашими коллегами в Министерстве иностранных дел, с руководством страны, и ведем эту планомерную работу. Мы надеемся, когда-то настанет время, когда эти ограничения будут сняты, и, соответственно, мы сможем опять-таки обменяться и визитами делегации, и продолжить ту работу, которая идет. Говоря о передвижении во всем мире, да, весь мир говорит о том, что нужно защищать права человека. Но и здесь у нас сложности. Мы не можем отстоять свои права, наши дети не могут увидеть мир, наш паспорт ни в какую не признают. Как с этим быть? Как отстаивать свои права? Все-таки это дети, это другая тема, и, возможно, как-то, может быть, переиграть эту форму как-то. Знаете, наверное, это как раз та история под названием «Двойные стандарты в политике». Мы неоднократно ставили этот вопрос, продолжаем его ставить, вопрос, связанный с международной изоляцией граждан Республики Абхазия. Вот. И когда мы слышим постоянно тезисы от руководства Грузии, которые зачастую на различных мероприятиях обращаются к нам никак иначе, как к абхазским братьям, осетинским братьям, рассказывают международному сообществу истории о том, что все, что не делается, все для нас, мы прекрасно понимаем и видим, что это все просто популистские абсолютно воззвания к международному сообществу. Мы неоднократно на женевских дискуссиях ставили вопрос о возможности использования абхазского паспорта как документа, по которому можно передвигаться по миру. Вот. Этот вопрос стоит на повестке, мы его обсуждаем. Естественно, есть очень серьезные противодействия со стороны Грузии в этом вопросе, хотя нужно разговаривать со всеми, нужно разговаривать и убеждать о необходимости этого действия. Сегодня, слава богу, у нас есть возможность передвигаться, перемещаться по миру, используя российский паспорт. Но есть достаточно большое количество людей, у которых на сегодняшний день нет гражданства Российской Федерации. И хочу сказать, что мы на сегодняшний день работаем в этом направлении. Президент нашего государства поставил абсолютно четкую задачу с
конкретными датами для того, чтобы проработать с российской стороной вопрос, связанный с возможностью начала предоставления гражданства Российской Федерации гражданам Абхазии в упрощенном порядке. Сегодня эта работа ведется. Мы надеемся, что в самое ближайшее время мы получим определенный положительный результат. Но возвращаясь к теме нашей международной изоляции, этот вопрос стоит. Мы постоянно озвучиваем те ограничения, с которыми сталкиваются наши различные творческие коллективы, просто физические лица, различные организации, предприятия. Все это находит свое отражение в наших докладах, которые мы озвучиваем на женевских дискуссиях. Но надо понимать позицию грузинской стороны и, соответственно, их партнеров по Европе и по Западу. Проект Амчра, в котором вы сегодня принимаете участие, на сегодняшний день достаточно очень такой популярный, простите мне такую нескромность, и у нас уже сложилась некая такая традиция, мы каждому гостю задаем один и тот же вопрос. Предположим, через год мы к вам вернемся и проведем такую же беседу. Сможете вы какие-то несколько пунктов обозначить, которые вы готовы реализовать и, по крайней мере, постараетесь для того, чтобы они осуществились? Постоянная работа. Это я вам обещаю. Спасибо большое за интервью, за открытость. И мы надеемся, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать с вами. Спасибо вам большое. Удачи вам.